Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на Дне открытых дверей Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы в онлайн-формате. Меня зовут Илина Сафина, и сегодня на меня возложена ответственная миссия. Я буду озвучивать вопросы, поступающие от наших абитуриентов и их родителей, и адресованные нашим экспертам. Предлагаю начать со знакомства. Первый проректор Башкирского государственного педагогического университета Алмаз Флюрович Мустаев, начальник управления рекрутинга и карьерного развития Наталья Степановна Илюшина, начальник отдела воспитания молодежи Департамента по воспитательной работе и молодежной политике Лиана Рафисовна Кожевникова, студентка Института филологии и межкультурной коммуникации, лауреат премии «Доброволец года России», мотивационный спикер Российской Федерации в форумных кампаниях Эльнара Бадалова. Мы хотим, чтобы вы поближе познакомились с нашим университетом. Настолько, насколько это позволяет экран вашего монитора. 2020 год ознаменовался новым событием, еще неизвестным для всех нас, связанным с распространением коронавирусной инфекции. И у многих абитуриентов сейчас нет возможности вживую познакомиться с вузом. И поэтому сегодня мы постараемся максимально полно охарактеризовать наш вуз и составить картинку для вас, чтобы вы поподробнее узнали о условиях приема, о том, как живет наш вуз. Буквально через пару секунд перед вами выступит ректор Акмуллинского университета Салават Талгатович Сагитов. А пока я предлагаю вам подготовить вопросы, которые вы хотели бы задать руководству вуза и представителям приемной комиссии. Вопросы, на которые вы хотите получить ответ здесь и сейчас, вы можете задавать прямо в нашем чате. Мы будем внимательно следить за тем, какие вопросы от вас поступают. Принимайте активное участие, ведь за самый интересный вопрос вы получите приз, или даже целых 2 приза. Это флеш-накопитель и классная мотивационная книга. А сейчас вас приветствует Салават Талгатович Сагитов, ректор Акмуллинского университета. Говорят, молодежь – это наше будущее. Я с этим категорически не согласен. Потому что, несмотря на то, что вы молоды, вы уже сделали и для себя, и для своей семьи, и даже для своей страны достаточно много. Но для того, чтобы сделать еще больше, нужно получить правильное образование, нужно развить свои навыки. И вот здесь нужно принять то решение, которое будет определять всю вашу дальнейшую жизнь. Дорогие абитуриенты, дорогие родители, если вы до сих пор не определились, куда же вы хотите поступить и какой профессией овладеть, то адрес я могу назвать четко. Улица Ленина, площадь Салавата Юлаева и памятник Мифтахиддину Акмулле. Именно здесь располагается Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы. Именно здесь вы сможете овладеть теми компетенциями, которые вам будут необходимы на протяжении всей своей жизни. Мы готовим, конечно же, в первую очередь педагогов. 2/3 наших студентов – это будущие учителя, которые буквально завтра, послезавтра уже встанут около школьной доски и будут передавать нашим детишкам то, чем мы все с вами богаты. А кто такой учитель? Учитель – это тот, кто умеет общаться. Учитель – это тот, кто умеет понимать. Это тот человек, который может другому, совсем маленькому, помочь сделать то, что он давно задумал. Это такая большая, серьезная компетенция, это такая нужная всем профессия. Но кроме учителей, в нашем университете мы готовим экологов, мы готовим дизайнеров, мы готовим переводчиков. Причем на переводчиков поступить очень сложно. Самый высший балл в нашей республике по ЕГЭ. Мы готовим IT-специалистов. Наши IT-специалисты обучаются по специальным программам для банковской сферы. Мы подписали соглашение со Сбербанком, с Уралсибом, и именно для них мы готовим будущих наших студентов. Мы готовим художников, мы готовим музыкантов. Поэтому мы готовим, можно сказать, очень много профессий. Наш университет очень интересный. В нашем университете учатся много иностранных студентов. И наши студенты очень часто выезжают повышать свою квалификацию за рубеж. Ибо мы единственный вуз в нашей республике, который входит в консорциум Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому Китай, Казахстан и другие страны Средней
Средней и Юго-Восточной Азии всегда в нашем распоряжении. Это наши добрые друзья. Наши добрые коллеги Альянс Францесс – это та структура, которая позволяет нам общаться с франкофонным миром. Наши добрые друзья и соседи – Русское географическое общество, деятельность которого охватывает все сферы нашей жизни. В нашем университете вы получите и знания, в нашем университете вы получите и нужные компетенции. В нашем университете вы наработаете то, что вам заложено вашими родителями и природой. Добро пожаловать в Акмолинский университет. Педагогический университет города Уфы вас ждет. Как вы уже поняли из выступления Салавата Талгатовича, наш университет имеет прекрасную инфраструктуру для подготовки высококлассных специалистов. Задолго до официального начала приемной кампании мы начали налаживать обратную связь с нашими абитуриентами в социальных сетях. Накопилось огромное количество вопросов по особенностям приема документов, по новым условиям, которые сложились в связи с ситуацией, и о студенческой жизни. И начать наш диалог я хотела бы, пожалуй, с самого популярного вопроса, который у нас входит в топ-3. В какой форме будет в этом году проходить процедура подачи документов? Алмаз Флюрович, прокомментируйте его, пожалуйста. Добрый день, дорогие абитуриенты, уважаемые родители. Мы рады приветствовать вас в Акмолинском университете. Вот наш день открытых дверей проводится очень своевременно, поскольку буквально 15 июня подписан приказ министра образования и науки Российской Федерации Фалькова об особенностях организации приема по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, в котором к тем формам, о которых мы уже говорили активно, сообщество вузовское, Министерство образования, в средствах печати появлялась информация. Можно добавить еще некоторые позиции. Но прежде всего, конечно, прием документов, к чему подготовлены региональные вузы, это электронная подача документов через систему кабинетов, которые развернуты на базе каждого университета и, конечно, на базе нашего университета в том числе. Информация об этом с 20 июня вы сможете подать документы. Информация уже сейчас есть на сайте. Появится такая большая кнопка. Не пропустите ее на нашем сайте. С нее вы зайдете в личный кабинет, зарегистрируетесь и подадите все необходимые документы. Появляется новое. Если раньше можно было только в электронной среде, то сейчас можно подавать через почтовых операторов общей связи. И сразу хочу обратить внимание, вариант личной подачи документов тоже предусмотрен, но он связан с той ситуацией эпидемиологической, которая в регионе, в Республике Башкортостан будет фиксируется и будет развиваться. То есть, если эта ситуация будет достаточно благополучной, то в регионе будут приняты необходимые распоряжения главы Республики Башкортостан и, соответственно, возможно, будет организован такой личный прием документов, как мы это делали в былые годы. К этому наш университет полностью готов. И единственное, необходимо будет отслеживать информацию на сайте университета, других университетов, в средствах массовой информации. Эту ситуацию региональные власти тоже курируют, и необходимые документы будут приняты. Но на данный момент мы вас ориентируем на достаточно комфортную систему подачи документов через онлайн-систему. Кроме того, хочу сказать, что при педуниверситете работает профориентационный центр 5К, который консультирует, помогает, отвечает на вопросы, и с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер работа такая организована. Мы ждем вас. Алмаз Флюрович сразу же хотел задать вопрос, поступивший, скорее всего, от родителей. Как можно подать документы, если в селе, в котором мы проживаем, проблемы с подключением к интернету? Мы боимся, что во время подачи документов может пойти что-то не так. Эта проблема нам известна. Она на данный момент решается таким образом. Подписан специальный документ и разослан во все муниципалитеты министром образования республики, где предусмотрено разворачивание таких специальных пунктов, куда абитуриент будет информирован, куда он может приехать и подать, например, все необходимые документы, отсканировать, разместить их в электронной среде любого вуза.
Здесь просьба обратиться в ваши органы управления образованием, вам подскажут, где, на базе какой школы, может быть, библиотеки, такой пункт будет развернут. Спасибо большое. Наталья Степановна, вопрос к вам. Обязательно ли в этом году проходить медицинский осмотр? Ну, с учетом той ситуации, которая у нас сложилась, в этом году не обязательно при поступлении сдавать справки о медосмотре, так же, как и оригиналы документов. Но есть такой нюанс, что в течение первого года будет необходимо все же пройти медосмотр и предоставить необходимые документы в деканат. Спасибо. Вопрос на злобу дня, я бы сказала. Алмаз Флюрович, в условиях, связанных с распространением коронавируса, какова будет стоимость обучения в этом году? Изменится она или нет? Интересует студентов. Ну, во-первых, я бы хотел посоветовать ориентироваться, конечно, на бюджетный прием. Бюджетный прием у нас достаточно большой. 1697 бюджетных мест по очной и заочной формам обучения. Что касается платного обучения, то приказом ректора цены утверждены. Они в том числе с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации оставлены на уровне прошлого года, даже ниже. Это 110 тысяч рублей по очной форме обучения в год, по направлениям педагогическим, 127 тысяч рублей непедагогический в бакалавриате, заочная 35 тысяч рублей, ну и магистратура на уровне 120 тысяч рублей также будет предложена. Поэтому образование коммерческое, оно доступно. Кроме того, ВУЗ предоставляет систему рассрочки, то есть не обязательно платить за целый год в начале. И кроме того, надо внимательно ознакомиться с такой возможностью, как образовательный кредит, который предоставляют ведущие банки России. Информация на сайте тоже у нас об этом есть. И если понадобятся дополнительные вопросы, обращаю внимание на телефоны горячей линии, вы всегда можете задать вопросы любые, которые у вас появятся. Спасибо, Алмаз Флюрович. Вопрос Лиане Рафисовне. Довольно много вопросов наши абитуриенты задают именно касаемо студенческой жизни в университете. Расскажите, пожалуйста, какие студенческие объединения и спортивные секции действуют в нашем университете? Благодарю за вопрос. Здравствуйте, дорогие абитуриенты и их родители. Мы очень рады приветствовать вас от имени студенческой молодежи и от Департамента по воспитательной работе и молодежной политики. Хочется сказать, что студенческая жизнь в нашем университете традиционно очень насыщенная, да? Каждый может проявить себя и в спорте, и в творчестве, и в добровольческом движении. Очень много программ поддержки инициативы студентов, в том числе наши студенты с удовольствием и очень успешно участвуют в грантовых конкурсах и становятся обладателями разных грантов, и затем реализуют. Это очень большой опыт и вклад в свое портфолио. Что касается вот самых крупных студенческих объединений, да, то есть здесь у нас захвачены самые такие популярные направления. Это, если это спорт, то это спортивный клуб «Арслан» с большой историей, да, который входит в топ спортивных клубов не только республики, но и в целом страны. Да. Это у нас креативный центр, который объединяет все творческие коллективы, да, ребята с удовольствием готовятся к фестивалям «Студенческая осень», «Студенческая весна». И, конечно же, волонтерское движение активно поддерживается нашим университетом. Центр является одним из лучших не только в республике, но и в стране. Мы состоим в Ассоциации волонтерских центров. И конечно же, здесь множество направлений, где можно проявить себя. Также хочется сказать, что ребята самостоятельно развивают в том числе и медиаслужбу. Да, у нас хорошая медиаслужба студенческая БСПУ ТИМ. Ребята проявляют свои инициативы через различные студенческие объединения. Это и поисковое движение, поисковый отряд «Долг», это и снежный десант. Да? То есть вот здесь смысл в том, что если у вас есть инициатива и желание создать то или иное студенческое объединение, то мы с удовольствием будем вас поддерживать на этом пути и помогать реализовывать ваши идеи.
У меня совершенно такой конкретный вопрос от нашего участника Эли. Есть ли КВН в университете? И когда Эля поступит к нам в университет, сможет ли она развиваться в этом направлении? Да, конечно, КВН-движение тоже активно развивается. Наши студенты всегда собирают команду и участвуют в различных лигах, и в том числе являются участниками фестиваля в Сочи. Но Артур Мукарямов у нас вот как раз-таки является лидером движения КВН. Он очень активно этим занимается, успешно. То есть здесь можно этим, конечно, гордиться. Мы с удовольствием, Эля, примем тебя в ряды КВНщиков и будем поддерживать обязательно. Уважаемые участники Дня открытых дверей, мы обязательно каждый из ваших вопросов озвучим и постараемся на них ответить. Итак, довольно часто на телефон нашей горячей линии поступают вопросы о возрастном пороге для поступающих. Зачитаю один из них. Учиться никогда не поздно, и в свои 42 года я хотела бы поступить на бакалавриат. Можно ли воспользоваться программой довузовской подготовки возрастным абитуриентам? Алмаз Флюрович, скажите, есть ли какие-нибудь ограничения по возрасту для поступления? Ограничений нет, и тем более, что мы понимаем, что человек на определенном этапе может захотеть поменять профессию в силу разных обстоятельств, и мы будем рады, если зрелый человек придет с желанием, например, пойти работать в школу. Поэтому возраст не препятствие, поэтому с удовольствием приглашаем, ждем на все наши программы. Единственное, тут надо понимать, что если есть первое высшее образование, это немножко другая будет траектория. То есть, если, например, это базовое образование, высший специалитет до 2012 года получено, то можно поступить в магистратуру на бюджетной основе и, например, не тратить время на бакалавриат. Поэтому с удовольствием приглашаем все возраста к нам в университет. Кроме того, хочу сказать, что у нас очень интересные программы дополнительного образования, рассчитанные тоже на всех, которые могут дать тоже квалификационную уровень и возможность работать в педагогической сфере. Спасибо. Можно добавить? Я бы хотела тех, кто боится поступать из-за возраста, что самый старший студент у нас был случай 73 года. Человек поступил в магистратуру, поэтому нет ограничений по возрасту никаких. Я уверена, что на Дне открытых дверей присутствуют не только абитуриенты, закончившие школу, но и их родители. Поэтому родителям есть тоже повод задуматься о том, чтобы поступить к нам в университет. Ну и очень много вопросов, и я сейчас вот как раз слежу за тем, что происходит в чате, поступает именно по приемке. Наталья Степановна, к нам поступил вопрос, можно ли подать документы на 2 специальности? Как и ранее, право абитуриента поступать в 5 образовательных организаций и в каждой образовательной организации подать документы на 3 направления в этом году сохраняется, поэтому можно не только на 2. Еще очень часто поступает вопрос, можно ли параллельно подать документы на бюджетную программу и на коммерческую. Это тоже разрешено. Благодарю вас. Следующий вопрос я тоже хотела бы зачитать. Я закончила УГАТУ, я художник, но не имею образования в этой области. Могу ли я получить его у вас? Наталья Степановна, у наших абитуриентов есть ли возможность так кардинально поменять направление своей профессиональной траектории? Здесь у нас нет ограничений, единственное, главное пройти вступительные испытания. Если у человека есть уже диплом о высшем образовании, то тут 2 варианта. Либо второе высшее можно поступить, либо через магистратуру. И здесь вот обратите внимание, что если вы идете в магистратуру, если у вас диплом о высшем образовании до 2012 года, вы имеете право претендовать на бюджетные места. Если уже после, то для вас магистратура будет считаться вторым высшим. Поэтому можно сменить так радикально. Главное, если вы прошли вступительные испытания и попали в рейтинги на зачисление. Ограничений здесь тоже у нас нет.
Здесь такая история, немножко неправильно понимается понятие проходной балл. Проходной балл, он формируется в конце приемной кампании. И поэтому на этот момент мы знаем проходные баллы прошлого года, и они нам показывают, где наиболее были востребованы какие специальности и какие были максимальные, минимальные баллы. Поэтому обратите внимание, эта информация у нас вывешена ВКонтакте есть. Мы можем проконсультировать по телефону для ориентира. Поэтому в этом году немножко просто нет смысла смотреть на проходной балл, ситуация другая. Я вам рекомендую ориентироваться на документ, который описывает минимальное количество баллов для поступления в университет. Вот этот документ будет наиболее интересен. Там, например, указано, что математику нужно сдать не менее на 39 баллов, там, обществознание 44 балла нужно набрать. Вот это означает, что ниже вот этих баллов мы просто не сможем принять ваши результаты экзаменов, и, соответственно, в университет вам просто дорога закрыта. И обратите внимание, что вот эти минимальные баллы у каждого вуза свои. В университет вообще, если в университете и нужна математика, то либо она только профильного уровня, либо вы смотрите те специальности, где просто нету в перечне вступительных испытаний математики. Таких направлений у нас тоже много. Но в университет поступают только по профильной математике. Благодарю. Уважаемые участники Дня открытых дверей, здесь поступают вопросы, и сложилось впечатление, что вы подключаетесь только что, да? И я хотела бы предупредить, что вся информация, она будет выложена, то есть наша запись будет обязательно выложена в интернете, и вы можете просмотреть ее еще не один раз. Поэтому, если вдруг я не зачитаю ваш вопрос, значит, мы его уже с вами рассмотрели. Вопрос о мерах поддержки студентов я хотела бы адресовать Лиане Рафисовне. Как университет поддерживает своих студентов? И здесь сразу же я хотела бы перечислить вопросы, которые также имеют отношение к вам. Можно ли будет в университете заниматься аэробикой? Затем, есть ли у вас волонтерское движение? Я думаю, Ильнара здесь тоже подключится к нашему обсуждению, поделится своими впечатлениями. Итак, Лиана Рафисовна, пожалуйста, ответьте на вопросы. Итак, что касается мер поддержки, да, здесь, конечно, мы стараемся, способствуем тому, чтобы поддерживать наших студентов. Это в том числе материальная поддержка, да, все социальные выплаты, которые положены студенту, если они ему положены, при правильном, грамотном сборе документов все это предоставляется. Кроме того, активным, инициативным студентам выплачивается повышенная академическая стипендия, если он обучается на бюджетной, да, форме обучения. И далее, кроме вот таких, что касается материальных и поддержек, это если вдруг студент оказывается в сложной ситуации, он имеет право на единовременную материальную выплату по заявлению. Здесь уже такой вот стандартный классический набор материальной поддержки студентов, он, конечно же, у нас тоже имеется. Кроме всего, наш университет, вот Ильнара не даст соврать, да, что вот мотивирует наших студентов, активистов, отправляя на различные форумы, да, очень большая география у нас, это вот, ключевые наши форумы, вот Ильнара у нас сидит в специальной форме Тавриды, это очень такая, да, вот когда говоришь Тавриду, Ильнара всегда загораются глаза, и она готова об этом рассказывать все время, сейчас я ей слово тоже предоставлю, чтобы она более интересно рассказала о форумных кампаниях, как непосредственный участник, но география, сразу скажу, очень большая. Это и Таврида, это и территория смыслов, это даже форум «Восток», представляете, то есть есть ребята, которые съездили на Дальний Восток, приняли там участие, Москва, Петербург, вот только-только мы получили новость о том, что 2 наших студентов прошли по внукам Победы в Санкт-Петербург, они будут принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, то есть вот такая форма поддержки, да, активных, инициативных, она, конечно, имеется. Ну и
здесь давайте Ильнаре тоже передадим слово, да? Еще я хотела бы прокомментировать. да-да. Если вы хотите, чтобы у вас был очень крутой наставник в добровольчестве, если вы хотите добиться высот в этом, пожалуйста, приходите в педагогический университет и обращайтесь лично к Лиане Рафисовне. Она у нас руководитель волонтерского центра. Ильнарочка, пожалуйста, добавь. Всем доброго дня. На самом деле я являюсь волонтером уже на протяжении 4 лет, наверное. И когда я пришла в педагогический университет, я почувствовала колоссальную поддержку. Вот эта поддержка от вуза. Только в прошлом году я побывала на 7 всероссийских форумах уже и в качестве спикера. То есть если раньше я была просто участником, то уже будучи студенткой педагогического университета, я уже являюсь мотивационным спикером, я подаю заявки на грантовые поддержки. И тут мне опять-таки помогают специалисты нашего прекрасного волонтерского корпуса педагогического университета. Вот. Да, форум Таврида. Я сижу сейчас в этой прекрасной форме, ловлю флешбеки. Вот. И на самом деле, когда я пришла в университет, я была просто волонтером. Буквально неделю назад я закрыла свой первый федеральный проект. Сейчас я уже являюсь региональным ивент-менеджером Всероссийского форума арт-кластера Таврида. То есть от волонтера до уже в оргсоставе Всероссийского форума. И тут опять-таки это поддержка от вуза, это поддержка нашего замечательного руководителя, это и советы, и мотивации, и иди, у тебя все получится. Я такая, нет, да все получится. И на самом деле нигде такой поддержки я никогда не чувствовала, как в своем родном университете. Спасибо, Ильнара. Не зря я в начале нашего мероприятия сказала, что ты мотивационный спикер. Действительно, хочется уже подать документы быстрее к нам в ВУЗ. Но есть у нас вопросы такие более приземленные, которые касаются именно поступления в ВУЗ. И большой такой кластер вопросов у нас касается физкультурного факультета. Первый вопрос. Принимаются ли награды других регионов? Чемпион Сибирского федерального округа, по-моему, если я не ошибаюсь. И затем, как будет проходить экзамен вступительный. И Лиана Рафисовна так и не ответила на вопрос. Где же заниматься аэробикой? Ну, здесь уже вопрос адресован, да, нашему студенческому спортивному клубу «Арслан». У них очень много разных направлений, и в том числе, конечно, можно будет заниматься аэробикой в наших спортивных залах. Ну и для того, чтобы заниматься все-таки аэробикой в нашем университете, нужно сначала поступить. Насчет вступительных экзаменов. В этом году у нас общая физическая подготовка, она будет проходить в тестовом формате дистанционно. Насчет приема различных наград до каких-то таких специфических, здесь сейчас сразу вам так не отвечу, нужно смотреть именно документ. Но если вы хотите сами посмотреть, у нас на сайте размещены правила приема, там есть перечень индивидуальных достижений, которые университет зачисляет при поступлении. Вы можете уже проверить, посмотреть. Вот так, конечно, сразу навскидку, скорее всего, нет, потому что такое название, нужно смотреть статус документа. Но обращаю внимание, что по индивидуальным достижениям можно набрать не более 10 баллов, потому что у нас звонят абитуриенты, говорят, у них есть вот это, и уже 100 баллов набирается, и они думают, что уже все, поступили в университет. Есть ограничение, не более 10 баллов. В этом году мы не учитываем волонтерскую деятельность, но со следующего года, вот мы уже сегодня буквально перед началом с Лианой Рафисовной договорились, что она будет у нас даже в составе приемной комиссии, будем учитывать. Да, здесь есть такой момент, что у этого явления очень много нюансов, да, это все нужно тщательно прорабатывать, это все должно быть очень продумано, все это уже Ассоциация волонтерских центров Российской Федерации
методические рекомендации уже созданы, и, соответственно, основываясь на них, у нас есть вот время для того, чтобы на следующий год. Ну а с другой стороны, вашу волонтерскую деятельность, да, мы учтем, когда вы придете к нам в наше объединение, с удовольствием вас примем в свои ряды и, конечно же, будем сотрудничать. Ваш опыт все равно не пропадет, приходите. И еще вопрос, очень много вопросов, я не буду озвучивать конкретные направления подготовки, как будут все-таки проходить творческие экзамены? Здесь есть тоже немножко мы ограничены по нормативным актам. Во-первых, такая дата, запомните ее, до 15 июля будет уже утверждено расписание всех вступительных экзаменов, которые будут сдаваться в университете. И здесь такой нюанс. Сейчас вы уже можете готовиться к вступительным экзаменам. У нас есть примерные программы вступительных экзаменов. Единственное, что поменялось, у нас поменялся формат. Если, например, были творческие, где-то мы рисовали в аудитории, естественно, в этом году мы не можем рисовать в аудитории, будет формат изменен, будете дома рисовать. Тоже все тайминги, весь регламент будет прописан, и вот буквально на следующей неделе уже полностью вот эту страницу мы завершаем, актуализируем все программы вступительных испытаний, все сроки постараемся уже тоже конкретизировать. И здесь, если вы позволите, буквально свежий документ появился вчера, как раз-таки новый порядок приема, и у нас есть даты, это тоже очень важный вопрос. Обращаю внимание, что 20-21 августа начинается прием заявлений о согласии на зачисление для тех, кто поступает по квоте. 22 августа уже издается приказ для детей, которые поступили по квоте. Следующие поступающие, для следующих, кто обычно по обычным правам поступает, первая волна у нас 22-23 августа прием заявлений. 23 августа формируются первые рейтинги, и 24 августа уже первые приказы о зачислении. Это закроется первая волна, 80% бюджетных мест. Вторая волна зачисления идет 24 и 25 августа. Это прием заявления о согласии. Здесь я напоминаю, что в этом году мы зачисляем не по оригиналам, а по заявлениям о согласии на зачисление. И 25 августа уже будет сформирован рейтинг, и следующее 26 августа уже последний приказ о зачислении. Это я говорила про бюджет. Для тех, кто поступает на внебюджетную форму обучения, там сроки немножко у нас более лояльны, там даже до конца у нас сентября есть прием, там, но тут все нужно уже индивидуально. Поэтому вот эти изменения на сайте мы сегодня-завтра уже размещаем. Обратите на них внимание. Я бы хотел добавить, что формат все-таки личного участия по вступительным испытаниям на базе вуза, он не исключается окончательно. Точно так же, если санитарно-эпидемиологическая ситуация будет в регионе спокойная, то не исключено, что эта возможность будет предоставлена и на базе университета. Об этом мы обязательно дополнительно будем информировать. Но на данный момент все вступительные испытания, они, во-первых, по творческим экзаменам ориентированы на то, чтобы выявить ваши способности по ряду творческих, спорт, изобразительное искусство и так далее. И кроме того, все они адаптированы на то, чтобы это можно было организовать удаленно. Спасибо большое. И здесь вот поступил такой вопрос, он очень конкретный. А если шанс набрать по математике не 39, а, например, 32, то путь закрыт? Путь закрыт, по крайней мере, в наш университет, да, но вы можете проверить другие вузы, возможно, у какого-то университета есть минимум где-то 32 балла. Здесь я хотела бы дать совет, не отчаивайтесь, если вы не проходите в университет, у нас есть колледж, там идет зачисление по среднему баллу аттестата, поэтому спокойно можете закончить программу колледжа, потом вы без ЕГЭ, ну, по крайней мере, по данному законодательству, которое у нас сейчас существует, вы сможете поступить уже на заочную форму, либо на очную, и если поступите на заочную, у вас там будет такая возможность, если все совпадет, там можно сократить срок обучения до 3 лет 6 месяцев. Здесь, конечно, все индивидуально надо смотреть, но вот этот вариант, мне кажется, тоже очень хороший, и не будет у вас стресса сдачи ЕГЭ.
Ну, а я уже уважаемому подписчику Гранди хочу сказать, что не надо себя настраивать на негативные результаты ЕГЭ. Я уверена, что у вас все получится, и вы наберете гораздо больше баллов. Не настраивайте себя. Но об этом мы еще поговорим. Я как раз Ильнаре хотела бы тогда задать вопрос. Скажи, пожалуйста, ты еще недавний, вчерашний абитуриент, я бы так сказала, да? Как бы ты посоветовала нашим поступающим ребятам справляться со стрессом ЕГЭ? Свои какие-то лайфхаки дай, пожалуйста. Лайфхаков точно не дам. Я стрессовала. Я прямо очень сильно стрессовала, я помню, как это происходило, но я хочу сказать, я несколько раз услышала вот это путь закрыт. Ребят, не закрыт, все только начинается, не сдадите ЕГЭ, ну это не конец жизни. ЕГЭ это на самом деле, вот все вам вокруг говорят, я более чем уверена, что и родители, и друзья, все говорят, ЕГЭ это ничего, не сдашь нормально, да реально так. Но это не что-то супер заоблачное, это не экзамен всей вашей жизни, жизнь продолжается, все будет путем. Вот. А как справляться со стрессом? Да не стрессуйте, шоколадку поешьте. Вот. И на ЕГЭ возьмите. Я так любила идти на экзамен, потому что я думала, сейчас приду, напишу экзамен, еще и шоколадку поем. Вот. Так что если готовились, все легко. Вот правда, все то, что дается на, как это называется, ну да, на экзаменах нет, ну вот на экзаменах тесты, вот эти вот экзамены, как это, ну в общем, вы поняли. В общем, если вы готовились, сдадите, никуда не денетесь. Не готовились, ну, шоколадку поешьте, вот, да, или на следующий год. Ну, здесь, да, хочется добавить, что к данному виду экзамена нужно относиться очень философски, лишь как очередному испытанию, да, которое вы с успехом пройдете обязательно. И вы знаете, наше мышление построено таким образом, что когда вот мы находимся в стрессовой ситуации и нам нужно преодолеть что-то, да, ваш организм задействует все свои возможности для того, чтобы все это преодолеть, и обязательно все получится. Верьте в себя, в свои силы, будьте спокойны, потому что вот это вот состояние, оно правильное состояние внутреннее, оно помогает преодолевать все трудности, в том числе при сдаче экзаменов. Можно я тут тоже добавлю, очень часто вот нам на телефонную линию поступает такой вопрос, что можно ли сдать ЕГЭ на базе университета. Здесь такой ответ: ЕГЭ сдать на базе университета нельзя. У нас можно сдать только внутренние экзамены, это творческие, спортивные, на проверку различных способностей. И университет еще принимает внутренний экзамен только для тех, кто поступает на базе колледжа, не после школы. Как бы здесь такой нюанс, поэтому обратите на это внимание. Наталья Степановна, и сразу же вопрос к вам. Можно ли подать документы до результатов ЕГЭ? Да, документы подать вы можете уже буквально с первого дня, когда откроется наша онлайн-приемная комиссия. Здесь вы можете, здесь сразу поясню такой нюанс. Вы можете даже нам соврать, даже когда вы будете результаты ЕГЭ вбивать, а мы все равно результаты ЕГЭ узнаем из федеральной базы. Поэтому даже если вы их не знаете еще, или вы хотите нас немножко, так сказать, ввести в заблуждение, мы все равно узнаем реальные результаты ваших экзаменов, мы их поднимаем из федеральной базы данных, поэтому не переживайте, мы все узнаем. А в какие сроки нужно будет предоставить оригинал аттестата? Скажите, оригиналы аттестата в этом году при поступлении не приносите. В течение первого года обучения вы его должны будете донести до своего деканата. Угу. Алмаз Флюрович, у меня вопрос к вам. Здравствуйте. Нужен ли будет башкирский язык при поступлении и в обучении? Башкирский язык, конечно, знать неплохо было бы, да, всем нам в Республике Башкортостан, но все экзамены мы сдаем на русском языке, государственный язык. Единственное, где-то в формате, естественно, если вы поступаете на факультет башкирской филологии, это связано со спецификой. Естественно, там есть экзамен специальный по башкирскому языку и литературе. Есть еще и у нас из языков татарский язык, есть английский язык, немецкий, французский. То есть университет реализует широкий спектр филологической подготовки, и к нам можно прийти не только стать учителем, например, филологом, но, например, получить
очень востребованную и высокорейтинговую, причем в рамках Республики России, такую специальность, как переводоведение, например. Поэтому, пожалуйста, все необходимые инструменты для того, чтобы учесть ваши способности, возможности, ваше образование в университете, они есть, они реализуются. Спасибо большое. И сразу же тоже вопрос к вам, Алмаз Флюрович, по целевому направлению. Очень много вопросов, как происходит поступление по целевому направлению. На целевое обучение тоже до 20 июня начинается подача документов. В какое время, то есть, да, можно подать документы на целевое обучение. То есть расскажите, пожалуйста, о процедуре. И вообще, я думаю, что пояснить надо, что же такое целевое направление. Во-первых, я хочу, чтобы все мы запомнили дату 20 июня. Это старт нашей кампании по сдаче документов во все вузы. Ну, какие-то вузы уже начали прием, но 20 июня наш университет и основной поток, естественно, пойдет. Что касается целевого обучения, тут надо развести понятие целевой прием, целевое обучение. Вот уже с прошлого года, но в этом году в том числе, целевое обучение предполагает, что абитуриент к нам поступает, имея договор с заказчиком кадров, то есть вы должны понимать, что после обучения в течение минимум 3 лет нужно будет поработать, ну, в нашем случае, например, в школе или в том базовом предприятии, в той отрасли, с которой вы заключаете фактически договор. То есть договор целевой, который необходимо будет в состав документов тоже представить, подписанный, с печатью, заключается между вами или вашим законным представителем, родителями и той организацией, которая заказывает кадры. Прошу обратить внимание на то, что обязательно должны быть, это ваши права, прописаны в этом договоре, меры социальной поддержки. Мы тоже проводим работу, и все муниципалитеты мы информируем о том, что необходимо будет прописать либо выплату, например, дополнительная стипендия, либо это может быть проезд до места практики. В общем, достаточно широкий пакет социальных инструментов поддержки, которые студент будет получать. Кроме того, я бы хотел сказать, что поступая, например, по этому профилю, вы должны понимать, что вопросы перевода, вопросы отчисления, вопросы прохождения практик вы не сможете решать самостоятельно, не посоветовавшись с заказчиком кадров, да? Но для родителей, прежде всего, я хочу обратить внимание, это великолепная возможность вашему ребенку, сыну, дочери получить опыт, потому что вы знаете, что без опыта работы, в общем-то, сейчас достаточно сложно устроиться. 3 года отработать, получить необходимые навыки для того, чтобы двигаться дальше, это очень хорошая возможность. Поэтому в университете у нас достаточно большое количество целевых мест по педобразованию, до 20%. Мы сейчас активно работаем с районами, и есть возможность еще заключить и направить эти документы. Ну, конечно, вы понимаете, что среди целевиков отдельный конкурс, поэтому приглашаем вас. Да, я хотела именно по техническим вопросам. Действительно, целевики идут по отдельному конкурсу, выделены специальные места. Здесь вопрос, если вдруг не пришли целевики на эти места, они уходят в общий конкурс, они не пропадают и никуда не уходят. А теперь вопрос по договору. Когда вы будете регистрироваться в личном кабинете абитуриента и заполнять его, подгружать различные документы, там будет галочка, что я имею договор о целевом обучении. Когда вы ее нажмете, у вас появится окошко, куда вы должны будете подкрепить скан-копию своего договора. Здесь хочу обратить внимание, что типовой шаблон, он позволяет до 4, сторон договора заключить. Здесь обратите внимание, у вас, скорее всего, будет 2 стороны договора, заказчик и гражданин. Может быть 3. Если у вас, например, заказчиком является отдел образования, работодателем будет школа, и вы тот человек, который заключил договор. Здесь тоже хотела бы нюанс по самому договору. У нас на сайте есть образец заполнения, он, правда, сделан для системы образования, но я думаю, если вдруг заказчик не система образования, вы просто поменяете некоторые моменты. И обратите внимание, что вот то, что говорил Алмаз Флюрович про меры социальной поддержки. Все меры материальной и социальной поддержки должны быть прописаны в конкретных цифрах, исчисляемые. Это связано с тем, что в случае неисполнения договора там предусмотрены штрафные санкции, и они зависят от количества мер социальной и материальной поддержки. Поэтому вот это тоже учтите. Благодарю. Очень развернутый ответ.
И, Алмаз Флюрович, у меня к вам вопрос. Не увеличено ли количество бюджетных мест на педагогические направления в этом году? Увеличение в этом году есть на педагогические направления, как в очной форме, так и в заочной форме. Мы получили порядка 80 бюджетных мест дополнительно. Но я хочу сказать, что вот и в бакалавриате, и в магистратуре по педобразованию достаточное количество мест для того, чтобы не просто поступить в бакалавриат, но потом продолжить обучение в магистратуре. Поэтому кто поступает к нам сегодня, у него есть возможность выстроить свою траекторию 4 плюс 2 года, и университет вам предлагает возможности, например, получить базовое педобразование, потом вы можете получить не педобразование в магистратуре, или наоборот, зайти, например, получить какую-то классическую подготовку, скажем, генетик, биотехнолог, а потом зайти в педагогическую магистратуру, и тем самым вы расширяете спектр своих возможностей и становитесь более приспособлены к меняющемуся рынку. Плюс мы еще говорим о том, что университет разворачивает, кроме большого количества социальных и социально-воспитательных вещей, волонтеры, добровольчество, проекты, еще есть такой инструмент, как вторая профессия, то есть можно освоить дополнительно, например, навыки командной работы, управленческие позиции, можно получить компетенции в сфере World Skills, да, которую мы сегодня развиваем на целой базе мастерских. То есть из университета можно выйти многопрофильным специалистом, это без кавычек. Тут хотела бы немножко добавить, обратите внимание, у нас мы учителей готовим по 2 профилям, поэтому вы будете не только один предмет знать, а целых 2, а в магистратуре вы можете освоить еще и 3, и будете очень незаменимым специалистом. Спасибо большое. И тоже большой блок вопросов у нас касается колледжа. Каким образом происходит поступление в университет после колледжа, на какой курс поступает, нужны ли результаты экзамена, ЕГЭ? Пожалуйста, ответьте, Наталья Степановна. В колледж, как я уже говорила, поступаем по результатам среднего балла аттестата. Единственное, есть ряд специальностей, где нужно тоже сдать дополнительные внутренние экзамены. Это физкультура, рисунок и музыка. ЕГЭ в колледж не нужно. По поводу поступления в университет после колледжа. После колледжа все абитуриенты у нас сдают внутренние экзамены, ЕГЭ тоже не нужно будет сдавать. Все зачисляются на первый курс, но, как я уже говорила, просто будет сокращен срок обучения. Стандартно все заочники у нас учатся 5 лет, но те, кто после колледжа, они могут учиться 3 года, 6 месяцев. Я так понимаю, что те вопросы, которые касаются экзаменов при поступлении после колледжа, это необходимо на сайте, да, просмотреть? На сайте есть примерная программа вступительных испытаний. Там обозначено, какие темы могут быть на тестировании в этом году, либо как проходит сам экзамен. Это уже можно сейчас посмотреть. Единственное, что поменяется, что если, например, в том году это вы сдавали в аудитории экзамен, в этом году вы будете сдавать в системе дистанционного обучения. То есть автоматически сразу увидите свои результаты. Так, в принципе, радикально ничего не поменялось. Наоборот, мне кажется, даже улучшилось в этом году и упростилась система поступления. Спасибо большое. И следующий вопрос. Если поступить на очку, а потом перевестись на заочку, буду ли я терять курс обучения или продолжится обучение? Интересный вопрос. Здесь, конечно, надо смотреть, на какой специальности вы будете изначально обучаться и на заочку, на какую специальность будете переводиться. Здесь все зависит от учебного плана. Если у вас будут совпадать планы, вы курс не потеряете. Если будет разница в учебных планах, то, конечно, вам рассчитают эту разницу и, возможно, придется чуть-чуть подольше поучиться. Но здесь все индивидуально. Нужно смотреть, какие специальности изначально и на какую переходим. Спасибо. Кроме того, если, например, вопрос связан с возможностью работы, да, то индивидуальный график можно составить, то есть не теряя форму обучения очную, например. Благодарю. И следующий вопрос. Будет ли возможность изучать другие языки на филологическом факультете? Такой интересный довольно вопрос. Я думаю, и Ильнара тут подключится. Она у нас как раз студентом института.
По поводу изучения иностранных языков, как уже наш университет славится изучением английский, немецкий, французский, это как бы наши базовые иностранные языки. Родные языки у нас башкирский, татарский. И также у нас, наверное, уже многие слышали, что у нас есть изучение китайского языка на базе факультета башкирской филологии. И также вот наш институт филологического образования и межкультурных коммуникаций славится своим сотрудничеством с различными вузами. Вот, насколько я знаю, с Чехией есть, с США, различные другие страны, когда наши студенты ездят на стажировки зарубежные, и приезжают зарубежные студенты к нам изучать языки. Поэтому, я думаю, тут спектр достаточно широкий. Может быть, да, вот кто-то из студентов добавит, кто что видел сам. Ильнара у нас является еще и послом русского языка, да, вот как раз. Вообще, я хотела сказать лайфхак, делюсь. Я студентка Института филологического как раз межкультурных коммуникаций. У меня есть замечательный одногруппник из Китая. Он вас научит. Ну, в плане вы можете реально поступить, и во многих группах есть у нас замечательные иностранцы, и они вас охотно будут просто обучать своим родным языкам, а вы, в свою очередь, им помогаете с русским, и это уже прямо реально крутая практика. Вот. К чему я это все говорю? Я учусь сейчас на преподавателя английского языка и русского для иностранцев. Вот. Кстати, только за этой специальностью поступила в педагогический. И на самом деле я понимаю, что после окончания вуза мне не нужно идти там собирать портфолио, потому что я знаю, что я обучила как минимум 30 своих одногруппников русскому языку, вот, и у меня уже есть практика, и это очень круто. По поводу программы послов русского языка в мире тоже добавлю, да, являюсь участником, была на экспедиции в Кыргызстане, тоже преподавала русский язык школьникам, и все благодаря, опять-таки, Башкирскому государственному педагогическому университету. Направили, посоветовали, там позвонили, сказали, вот у вас есть такая девочка Ильнара, а там сказали в вузе, да, это наша, она молодец, вот. Ну, тоже поддержка, это реальная поддержка, и сейчас я уже после выпуска, опять-таки, буду иметь крутое портфолио. Тоже в Азербайджане была, приехала в школу, я говорю, а я на учителя русского учусь, а они такие, а давайте обучите наших азербайджанских школьников. И на самом деле это очень круто, вот. Такой вот лайфхак вам. Ильнара, секрет раскрой, сколькими языками ты владеешь? Азербайджанский, турецкий, немецкий, английский, ну, татарский, башкирский, в целом 5. Но вот сейчас, в следующем году, собираюсь в Чехию, вот, тоже преподавать русский язык чехам. И, надеюсь, чешский выучу, они меня тоже научат. Тандем такой, так что коллаборация. Все полиглоты, пожалуйста, приходите к нам в Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. Вы расширите свои горизонты. И наладите какие-то коммуникации. Так, и следующий вопрос. Довольно много вот сейчас поступило вопросов по общежитию. Я знаю, что студенческая жизнь очень интересна, но она 2 раза интереснее проходит в студенческом кампусе. Лиана Рафисовна, конкретные вопросы. У вас есть ли общежитие? Какова стоимость проживания, какие условия в общежитии и имеют ли возможность студенты, которые будут обучаться на договорной основе, заселяться в общежитие? Что касается студенческого кампуса, естественно, всем обучающимся на бюджетной основе очной формы обучения, да, предоставляется койко-место в общежитии. Здесь уже комфорт и условия зависят, они все у нас очень аккуратные, чистые, естественно, и комфорт зависит от того, в каком именно общежитии вы будете проживать, потому что
это вот у нас 3 общежития, это с условиями в комнате, а вот уже 4 общежития с условиями на этаже. Да? Что касается выбора места, то здесь приоритет, конечно, расселение по факультетам, да, по институтам. Здесь именно такой вот подход, то есть все зависит от того, куда вы будете поступать. И что еще? По стоимости, да, по стоимости информация есть на сайте, но опять же она зависит от того, в каком из общежитий вы будете проживать. Вот если, то есть, условия на этаже, это чуть ниже стоимость, да, ну, то есть вот есть низкая стоимость, средняя и высокая. Но высокая, это вот я как раз-таки, готовясь к этой встрече, подглядела, ну, в районе 1200, чуть больше, может быть, если ну, боюсь ошибиться именно в конкретных цифрах, 1200 рублей в месяц. Это вполне посильная сумма, на мой взгляд. Благодарю, пожалуйста. Тоже вот добавлю пару слов. Я сама городская, не живу в общежитии, но у меня одногруппники иностранцы. И иногда я им реально завидую, потому что, во-первых, они готовятся все вместе постоянно к парам, и они, ну, реально по факультетам, да, распределены общежития. Им все нравится. Но они действительно они такие, у нас там так классно, сегодня придем после пар, сделаем вот так, и я такая думаю, может, тоже в общежитие поехать. Ну, в общем, реально по условиям все круто, и им все действительно нравится. Ильнара, я в такой же ситуации находилась, я была городским студентом, я всегда завидовала тем, кто живет в общежитии. Вы должны меня понять. Я жила рядом с общежитием и всегда с завистью смотрела, как ребята все вместе куда-то пошли, Да. как они готовят кушать вместе. Они еще и готовятся к паре вместе, и ты сидишь на паре и такая, а когда вы успели, ребята? Да. Уважаемые участники, к сожалению, наше время неминуемо подходит к концу. У нас остались вопросы, их довольно много, и мы постараемся в офлайн режиме ответить на них. У нас есть прекрасный центр 5К. Вы можете подходить в этот центр, но соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования. Вы можете задать вопросы по телефону горячей линии. И последнее, что я хотела, да, это такой сюрприз для наших экспертов будет. Пожалуйста, назовите одну, но очень вескую причину, почему нашим зрителям необходимо поступить в педагогический университет. В нашем Акмулинском университете вас ждет необыкновенно дружеская и теплая атмосфера. Акмулинский университет – это успешная карьера и ваш успех. Наш университет – это большой выбор специальностей и направлений. Короче, тут мы... В общем, тут реально можно учиться, получать высшее образование и параллельно заниматься общественной деятельностью. И после выпуска университета у вас уже будет крутое портфолио. Благодарим участников, благодарим экспертов. И я уверена, что большинством людей, которые у нас были в чате, которые нас слушали, мы обязательно встретимся на площадках Башкирского государственного педагогического университета. И лично от меня, почему вы должны к нам поступить? Потому что здесь просто круто. Спасибо.